Есть одна тут, одна есть, которая... Что здесь происходит сегодня? Здравствуйте. Сегодня на площади Орджоникидзе у нас стартовало большое мероприятие, которое ждали очень многие горожане. Нам писали, это открытие медовой ярмарки. Медовую ярмарку мы проводим уже второй раз. Мы являемся директорами Якутского пчелоцентра. Зверлифус Сергей Николаевич и я, Елена Валерьевна, тоже Зверлифус. На ярмарку мы отобрали самые лучшие сорта меда из Башкирии, Алтая, Горного Приморья, Краснодара. Также у нас представлен в этом году широкий ассортимент джемов, бальзамов, конфитюр, чтобы полностью наши горожане наслаждались свежими такими дарами, лакомствами, которые дала природа. Вот мед, он имеет отличие, вы перечислили так много, или, например, моя тетя говорит, что один мед для одного, другой для другого, и вот немножко об этом расскажите. Вот, допустим, гречичный мед, он он обогащен калием, он хорошо для печени, для малокровия. Цветочные маски, он для иммунитета, его собирает он самый первый мед, который его собирает. Дягелевый тоже то есть название каждого меда имеет свое свойство для лечения, вот так. Поэтому он Дайте рецепт нашим горожанам, может надо купить один только или сразу все? Ну, вообще, у каждого человека свои вкусовые приоритеты. Когда у нас покупатели спрашивают, допустим, какой мед вы бы посоветовали? Допустим, у кого-то не хватает, у кого-то анемия, да? Значит, полезно мед с грецким орехом кушать, да? Темный какой-нибудь, гречичный, каштановый, да? У кого-то поднять иммунитет, особенно деткам маленьким, мы бы посоветовали мед в сотах покупать. Очень полезно, он самый ценный считается, там и воск, и маточное молочко, все компоненты в нем находятся. И также, ассортимент меда очень большой, и лечебные свойства, чтобы было доступно покупателям, мы специально написали на этикетках. Каждый может посмотреть, даже можно у нас бесплатно на ярмарке продегустировать. Не понравится, можете не брать, понравится, можете купить. Можете продегустировать, у нас продавцы, консультанты, они все опытные, дают пробовать, объясняют, что, от чего, для чего. У нас, кстати, на ярмарке еще представлен широкий ассортимент пчелопродукции. Есть воск, пыльца, маточное молочко, прополис. Работу мы большую провели, чтобы было, по максимуму все именно для здоровья и все натуральное. Так что... Тогда ближе к делу. А цены здесь выше или ниже, чем на рынках Якутска или Магазина? У нас цены держатся как уже лет 5 на одном и том же уровне. То есть не поднимались. Если поднимались, то Приморский поднялся на 50 рублей, не больше. Остальные меда, которые у нас были, так и остались. Даже бывает, что прошлогодние, которые были цены, сегодня, то есть у нас на этой ярмарке ниже. Снизились, то есть пониже стали. Ценовую политику мы специально не поднимали, потому что даже недавно ездили, так как собирали мы мед с разных регионов, и мы смотрели, как на рынке там, можете прийти, кто ездил в отпуска, отдыхать, у нас цены даже, допустим, на мед с орехами дешевле, чем в Сочи, потому что мы работаем напрямую с пасечниками, с производителями. Накрутка у нас тоже идет, чисто символически небольшая. Поэтому цены вас приятно удивлят. Вы можете прийти и посмотреть. И еще сегодня у нас бесплатная дегустация с блинами и с медом. Приходите, угощайтесь. Как будет проходить эта выставка, до какого числа? С 13 июля, с сегодняшнего дня по 19 августа у нас будет здесь ярмарка меда, то есть каждый день, ежедневно, с 9 до 8 вечера. Приходите, наслаждайтесь. Спасибо. Можно к вашим гостям подойти, да? Я смотрю, земляника. Можете. Да? Земляника с Байкала, это правда? Наверное, с Байкала. Это представители у нас, которые пожелали участвовать тоже в ярмарке. Поэтому спросите у них, да. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, это как? Что
Это последняя осталась. Больше ее нет. Только земляника останется. Клубники больше нет, да. А эта земляника откуда? Иркутска. Амгинская или байкальская? Байкальская. Нет, она ангинская. Вот это байкальская. Клубника байкальская, земляника Ангинская. амгинская. Это я хотела Вы заплатите. 300 рублей. Сейчас находимся в прямом эфире. Дорогое это удовольствие. Нет, вы отдайте деньги, чтобы я отложила, хорошо, я вам отдам. Клубника, одно ведро 5 литров, 2,5 тысячи. Клубника литр 600. Мед 800. Вам что надо, того эту? 550. 50 рублей быстро. Начинается в России период с конца июня, когда начинают собирать мед. И собирается он до 14 августа, когда есть такой большой православный праздник, который в народе мы называем Медовый Спас. Вот после этого уже, считается, что мед уже нельзя собирать. Поэтому вот ровно за неделю до Медового Спаса началась продажа меда, ярмарка меда, которая действительно уже нравится горожанам на площади Орджоникидзе. И я думаю, что это очень хорошо, потому что мед, это же действительно, мед это здоровье, мед это жизнь, и в нем находится столько полезных веществ, столько витаминов, что мед действительно ведь рекомендует при очень большом количестве заболеваний. И в народной медицине мед это тоже основной продукт. А поскольку мы с 2011 года являемся членами Ассоциации «Здоровые города и районы и поселки», тема здорового питания для нас, конечно, очень важная. А мед, я считаю, что это один из важнейших продуктов здорового питания. Поэтому да здравствует мед. С Дальнего Востока, с Башкирии, с Алтая. И наш, конечно, мест. Ну, перед тем, как пришелся институт следующее желание вкусного, яркого лета и больше счастья, от ваших бурных аплодисменты хочу подарить песню счастья. Пожалуйста, всех приглашаем на танцпол. Самый яркий танцор. Очень короткий. И мне кажется, он действительно очень полезный, очень витаминонасыщенный. Спасибо большое. Рецепт можно? Ложка меда натощак каждое утро. И все замечательно, жизнь прекрасна. Неужели ты ко мне верил или не верю? Падал снег, был рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила. Откуда, с какой местности? Это Приморский край, да? Сколько лет я спорю с тобой. А вы сами принимаете мед? Сами мед принимаете? Сами кушаете? Вообще очень хорошо предлагает. А вы как принимаете его? Не целый год, ежемесячно. Через 2-3 месяца. Кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. А многие семьи, между прочим, перешли вместо сахара на мед. Все говорят, что Здравствуйте. Вы не можете подсказать, как врач? В принципе, да, существует много народных методов употребления меда. А как лучше с точки зрения медицины? Во-первых, это очень индивидуально, потому что мед тоже бывает разный в зависимости от методики и от места его сбора. Мед, конечно, это очень ценный продукт природы,
который имеет очень сильное профилактическое и лечебное действие, антибактериальное, еще раз повторюсь, профилактическое. Но в любом случае его также надо принимать дозированно, как Гиппократ говорил, в капле лекарства, а ложки это уже яд. И мед тоже нельзя передозировать. Есть разные методики, можно утром принимать чайную ложку меда на голодный желудок со стаканом теплой воды. Можно в течение дня принимать вместо сахара, добавлять. Это единственный природный подсластитель, который не требует переработки и очищения. Но все равно его необходимо принимать дозированно, то есть не круглый год постоянно. У очень многих людей, к сожалению, в наше время существует аллергическая реакция на мед. Поэтому я бы рекомендовала где-то на месяц, в течение месяца принимать по чайной ложке 3 раза в день во время еды и где-то перейдет месяца на 3. И так в последующем таким образом принимать. И вот эта ярмарка, это же единственное в городе место, где можно купить разными сортами меда. Да. Это, как вы считаете, одна из лучших вещей? Потому что иной раз помню, для детей ищешь специальный мед, который говорит, порекомендовал брать. В этом плане вы как? Нет, в любом случае разнообразие, которое предоставляют наши предприниматели, это уже хорошо. Я помню, еще лет 30 назад мы вообще не знали, что такое мед, как диковинный продукт привозили откуда-то. Сейчас у нас есть возможность выбрать любой мед. И то, что вот это естественный продукт, они, значит, на ярмарке меда участвуют с предоставлением сертификата государственного. То есть это настоящий мед действительно. Поэтому я считаю, что каждый должен выбрать для себя сам по вкусовым качествам, по питательным качествам. Это очень, как я уже говорила, дело индивидуальное. Но в любом случае это очень полезный продукт. Это уже, как говорится, доказано. Как вам мед? Очень вкусные. Пойду пока мужка. Так, вот блины, да? Я понимаю. А это? Это чай. Так, налейте мне чай с медом, потому что мы сейчас с Римом пили. Чтобы народ понял, что... А и вы будете до 13 числа всем наливать? А ложки есть, Марк? Да, ложечки. Надо ложечки. Вам прям чай мед? Нет, да. А не можете подсказать, какой мед лучше для блинов? Любой или же все-таки есть самый лучший? Мне кажется, это дело каждого. На вкус и цвет. А вы какой ложите сейчас? Как он называется? Дотовый? Какой? Это какой мед? Знаете? Не подготовлен. Так, я еще покажу. Сейчас подойду. Первый шатер, как вы видите, Башкирия, я буду ходить в зеленом платье. А у вас мед в сотах, покажите в сотах. Пожалуйста. И он тоже разный, да, в сотах? Да, конечно. Вот цветочные соты есть, гречишные. То есть гречишные есть вот такие, а есть это медоперковая, а вот это гречишная. Они разные. И назначение у них разное, да? Медоперговые, они очень хорошо как бы идут при сердцедавлении. Стабилизируют давление, там вне зависимости, высокое или низкое. Карточки, конечно, принимаем. Липовые, они посветлее, то есть они посладше, их больше любят дети. Ну, а гречишные, они как стандартные, с горчиночкой такие.
как бы на любителя. А этот мед откуда? Вот с Алтая? Башкирия. Да, то есть у нас, да, вот здесь эта палатка стоит именно Башкирия. Так, дорогие друзья, приходите, смотрите, приобретайте. Будет большой выбор оздоравливающих травяных чаев, бальзамов и лечебных масел, а также джема и конфитов. Ярмарка проходит при поддержке окружной администрации города Якутска. Под ваши бурные аплодисменты на сцену приглашается заместитель главы городского округа Евдокия Ивановна Евсикова. Также на сцену приглашается депутат Якутской городской думы Валентина Васильевна Эверстова. Пожалуйста. Ну и первое слово представляется заместитель